Продолжая тему, с наступлением лета повышенное внимание и аккуратность на дорогах не повредят никому. Остающиеся на каникулах в городе дети и подростки проводят время в основном на улице. О чем необходимо помнить водителям и что должны знать школьники, расскажет Татьяна Вахнина. Ура, каникулы! Остающиеся на лето в городе дети и подростки проводят время в основном на улице. И потенциально опасные ситуации на дорогах возникают часто. Редкие родители, отпуская ребенка гулять, не напомнят ему об осторожности. Сотрудники ГИБДД напутствуют водителей. Аккуратность и бдительность не вредила еще никому. Да, водитель всегда должен быть осторожным. Сейчас лето, каникулы, дети бегают. В настоящее время в Якутии проходит операция «Дети». Сотрудники ГАИ ведут просветительскую работу с водителями. Беседы касаются в первую очередь правил перевозки несовершеннолетних. Больше уклон пропаганды ведем, чтобы перевозка детей у нас была осуществлена как по правилам дорожного движения. Вот. Также у нас все дети с наступившими каникулами находятся на улицах. У многих детей есть мопеды, велосипеды. То есть мы также проводим эту пропаганду, заезжая и во дворы. Детскими креслами многие водители ПАПы пренебрегают. Вячеслав Боченков к таковым не относится. Удерживающие устройства для дочерей в машине – неотъемлемый атрибут. Первоначальные знания всегда даем, чтобы не высовывали свои какие-то руки, там, ноги в окошечко. Всегда сидели пристегнутые. Ну и какое беспокойство не проявляли во время движения автомашины. Правила перевозки Вячеслав соблюдает неукоснительно. Регулярно напоминает дочерям и о том, как должен вести себя пешеход. Впрочем, по возможности старается не допускать ситуаций, при которых детям пришлось бы идти домой пешком. Но я стараюсь забирать на машине, поэтому если есть такая возможность, всегда лучше отвезти. Потому что вроде и недалеко здесь, она вот здесь занимается, в музыкальной школе. Но беспокойство, безусловно, есть. Показатель детского травматизма вследствие ДТП как по Якутии, так и по Алданскому району остается высоким. Профилактические мероприятия сотрудники ДПС проводят регулярно. Главная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.